Добрый день, уважаемые коллеги! Коми Республиканский институт развития образования сегодня проводит серию вебинаров, посвященных организации дистанционного обучения в образовательных организациях, прежде всего в школах Республики Коми. Сегодня перед нами стоит задача организации эффективного дистанционного обучения. К сожалению, не все образовательные организации правильно понимают смысл дистанционного обучения и ограничиваются только указанием номеров заданий, которые ребята должны выполнить по общеобразовательным предметам, и отмечают это в электронном дневнике, требуя, чтобы ребята выполнили эти задания и написали какие-то контрольные работы. На самом деле эффективная организация дистанционного обучения, она предполагает соблюдение некоторых правил. И сегодня об этом мы с вами поговорим, а также представим один из важнейших ресурсов, который мы с вами можем использовать в эффективной организации дистанционного обучения. Это Российская электронная школа, федеральный ресурс, который рекомендован к использованию Министерством просвещения Российской Федерации. Итак, каковы же правила перехода на дистанционное обучение? Первое правило говорит нам о том, что мы должны перед началом обучения обязательно провести мониторинг готовности детей и учителей к дистанционной форме обучения. Важно проверить, есть ли у ребят необходимые для этого устройства, компьютеры, планшеты, может быть, смартфоны, насколько у них есть технические возможности подключения к интернету, установлены ли все необходимые приложения для того, чтобы эту работу эффективно организовать. Также целесообразно разработать рекомендации и памятки по использованию этих ресурсов. Наверняка окажутся те ребята, у которых нет таких возможностей. Мы должны знать об этих ребятах и должны продумать, в какой форме мы будем работать с ними. И, конечно же, подумать, как мы будем взаимодействовать с родителями обучающихся. Второе правило – организовать рабочее время учителя и учеников. Мы не можем реализовывать дистанционное обучение, просто осуществив такую кальку с обучения традиционного в режиме офлайн. Мы должны продумать, как мы будем организовывать наше рабочее время, составить графики и расписание, провести обязательно разъяснительную работу с родителями. Очень важно обучить учителей работе с цифровыми инструментами. Если это необходимо, то прибегнуть к помощи наиболее продвинутых коллег в коллективе, разработать с их помощью алгоритмы и инструкции. Важно помнить, что формальная отправка ежедневных домашних заданий – это не дистанционная форма обучения, это просто формальность. Важно помнить и про загруженность учителей. Иногда у учителя бывает и по 8 уроков в день, 2 смены, около 200 учеников в день приходится ему обучать. Мы должны все это учесть и составить соответствующие графики и расписания. Должны помнить о том, что учитель не сможет физически уделить время каждому ученику дистанционно. Но мы должны обеспечить максимальное ежедневное общение учителя с каждым учащимся в начальной школе. Как это сделать, с помощью каких инструментов, с помощью каких платформ, об этом как раз мы будем говорить в нашей серии вебинаров. Третье правило предполагает, что мы должны предусмотреть и организовать время взаимодействия учителя и групп учеников в классе либо в параллели. Для этого мы используем самые разные технологии. Это могут быть вебинары, это могут быть групповые скайп-уроки и так далее. Также мы должны предусмотреть возможность индивидуальных видеоконсультаций. Нужно подумать, в каких случаях они могут понадобиться ребятам, когда они могут за ними обратиться. Для начальной школы желательно такие консультации проводить ежедневно, а для основной и старшей школы в виде лекций и практикумов посредством вебинаров, образовательных платформ, соцсетей. Это можно осуществлять несколько раз в неделю. Обязательно необходимо выделить время в общем графике расписания для видеообщения всего класса один раз в день с классным руководителем. И важно помнить, что ключевой организатор – это учитель. И именно от построенного взаимодействия, договоренности учителей зависит успех всей организации дистанционного обучения. Четвертое правило – обязательно наладить обратную связь с учениками.
Сделать это можно посредством различных сервисов. Это может быть и наш с вами электронный дневник, это может быть электронная почта, это могут быть официальные ресурсы школы, но при этом мы должны сохранять всю историю коммуникации, всю историю вопросов-ответов, чтобы в случае необходимости можно было бы это восстановить и показать, что да, действительно общение состоялось, но тем не менее, может быть, кто-то что-то неправильно понял. Пятое правило. Сотрудничество, а не изоляция. Мы должны наладить сотрудничество учеников между собой в дистанционной форме. Да? То есть не просто каждый один на один сидит дома и выполняет задания, но и организовать совместную работу. Для этого можно использовать групповые задания, проекты, творческие работы. Здесь можно использовать сервисы Google, да, например, документы Google, которые организуют совместную работу. Это может быть групповой чат. Можно использовать соцсети, можно использовать возможности групповой переписки в электронной почте. Ресурсы есть, мы должны с вами ими воспользоваться. Шестое правило, очень важное правило, это активное взаимодействие с родителями. Мы с вами знаем, что родители бывают разные, как и учащиеся. Есть родители активные, которые готовы включаться с нами сразу в образовательный процесс в дистанционном формате. Есть те, кто уже подумывает о семейном образовании, они уже готовы и к заочным, и к очно-заочным формам получения образования. С такими родителями нам проще наладить связь, организовать индивидуальный маршрут ребенка. Необходимо определить контрольные точки и регулярную коммуникацию осуществлять посредством электронной почты. Это важно, да, чтобы сохранялась история переписки и хронология взаимодействия. Но есть ведь и родители пассивные, маломотивированные. Конечно, с ними будет сложнее, но и их мы должны информировать об организации обучения в дистанционной форме, приложить график, правила взаимодействия и вовлекать их в это взаимодействие. Поэтому мы с вами должны включить в график и описать различные формы взаимодействия с родителями, четко определить группу родителей по их активности и возможностям, активных родителей подключить к сотрудничеству, просить их помощи, особенно это касается младших школьников. Определить график взаимодействия через виртуальные консультации, через обсуждение и, конечно, обязательно подключить классного руководителя и, если есть возможности, то социальную службу образовательной организации. Седьмое правило – это гибкость и возможность быстрой адаптации. Учителям придется учиться быстро и много, об этом мы с вами должны помнить, что учиться они будут в основном друг у друга, учиться будут самостоятельно, и наши с вами вебинары, они как раз позволяют учителям это обучение пройти в эффективной форме. Мы должны мониторить активность учащихся, родителей, возможности и сложности педагогов, перестраивать алгоритмы, максимально упрощая технические и организационные сложности, чтобы повысить эффективность общения учителей и обучающихся между собой в малых группах. А для этого целесообразно организовывать онлайн-опросы, ежедневную рефлексию с анализом организации, технических возможностей, комфорта и времени. В работе с младшими школьниками необходимо использовать более активное подключение родителей. Эти правила размещены на нашем сайте, на сайте Института развития образования. Также эти правила вы можете найти на портале «Открытое образование Республики Коми» и в нашей официальной группе Института в социальной сети ВКонтакте. Ну, а мы с вами переходим к одному из важнейших ресурсов, которые нам рекомендовано использовать. Это Российская электронная школа. Сегодня это уже завершенный курс интерактивных видеоуроков по всем предметам образовательной программы начальной школы, основной школы и средней школы. На портале размещена 31 рабочая программа и более 6000 разнообразных интерактивных видеоуроков. Эти уроки разработаны лучшими учителями России, победителями конкурсов «Учитель года». Разработаны все уроки в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом примерных основных образовательных программ. Если вы еще по каким-то причинам не зарегистрированы в Российской электронной школе, настоятельно рекомендуем это сделать. Каждый курс представлен интерактивными видеоуроками. Эти видеоуроки включают 5 основных модулей. Первый модуль – мотивационный. Он позволяет включить ребят в тему урока. Именно в этом мотивационном модуле идет постановка задач урока, да, определяется
та проблема, над которой ребята будут работать на уроке, и на этом этапе ребята выполняют пробное задание. Объясняющий этап, основная часть. Здесь представлены, как правило, видеофрагменты, которые раскрывают основное содержание урока. Да, это и теория, и практические вопросы. Далее следует тренировочный модуль, в котором представлены разнообразные тренировочные задания. От 1 до 15 заданий в различных уроках по различным предметам. Это задания по типу тех заданий, которые представлены будут и в итоговых контрольных материалах, в том числе ОГЭ и ЕГЭ. То есть вот тот формат тестовый, ребята к нему привыкают уже в процессе выполнения тренировочных заданий при прохождении уроков на платформе «Российская электронная школа». Далее следует контрольный модуль. Как правило, включает он в себя задания двух вариантов. Вот здесь необходимо сказать о том, что все модули, кроме контрольных, они доступны без регистрации. Да? То есть даже если вы на платформе не зарегистрированы, ребенок на платформе не зарегистрирован, родитель на платформе не зарегистрирован, все модули, кроме контрольного, будут для них доступны. Контрольные задания доступны только при регистрации. Почему это сделано? Потому что при регистрации ребенок прикрепляется к конкретной школе, к конкретному классу, к конкретному учителю, и в дневнике в его личном и в журнале учителя, в групповом журнале, отображаются результаты выполнения контрольных заданий. Многие уроки снабжены также и дополнительным модулем, в котором представлены ссылки на различные источники, дополнительная литература и могут быть какие-то справочные материалы. При этом учитель может самостоятельно добавлять в уроки любые дополнительные задания, например, написание эссе, и проверять их. Упражнения, проверочные задания уроков, как я уже сказала, даны по типу экзаменационных тестов и могут быть также использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации. Уроки по химии, биологии, физике, естествознанию, алгебре и геометрии для обучающихся старшей школы также содержат дополнительные еще лабораторные и практические работы. То есть достаточно разнообразно содержание представлено в этих интерактивных уроках, и самые разные формы организации деятельности предлагаются разработчиками интерактивных уроков. После авторизации на портале нам доступны функции нескольких пользователей. Мы можем выбрать функцию ученика, регистрируемся как ученик, функцию учителя, регистрируемся как учитель, либо функцию родителя, регистрируемся как родитель. Если мы регистрировались как ученик, то нам доступны следующие возможности. Это привязка к конкретному учителю, к конкретному классу, к конкретной школе. Ученик может самостоятельно составлять свое расписание из уроков в Российской электронной школе, проходить эти уроки. Он может добавлять уроки в категорию «избранные», чтобы вернуться к их прохождению. Также ученики могут решать задания контрольных модулей, и все результаты прохождения заданий будут отображаться в их индивидуальных дневниках. Для учителя доступна привязка учеников, то есть учитель создает внутри системы свой класс, да, и в него добавляет учеников, может формировать группу учащихся, да, если учитель работает с параллелью, да, можно формировать отдельные классы. Учитель может составлять расписание для учащихся. Для учителя также доступно прохождение уроков. Учитель может назначать и, соответственно, оценивать домашние задания и добавлять уроки в категорию «избранные». Российская электронная школа дает большие возможности также и для родителей обучающихся. Каждый родитель при регистрации может привязать своих детей, да, к своей учетной записи. Родители могут проходить уроки, могут добавлять уроки в категорию «Избранные», и также для родителей доступна функция решения заданий контрольного модуля. Кроме того, на портале представлены и различные дополнительные материалы, которые мы можем использовать не только для организации именно учебной деятельности, но и для внеурочной деятельности. От Министерства культуры Российской Федерации на портале представлены театральные постановки, богатая фильмотека,
музыкальные произведения, биографии знаменитых людей, а также каталог музеев. То есть ребята наши, не выходя из дома, могут смотреть фильмы, поставленные по различным литературным произведениям, могут послушать музыку, да, замечательные видеозаписи концертов и классической музыки, и современной музыки представлены на портале. Могут совершить виртуальную экскурсию по музеям. Кстати, на портале представлены также и многие музеи Республики Коми, и по некоторым из них тоже можно совершить виртуальную экскурсию. Ну и, конечно, это театральные постановки. Видеозаписи театральных постановок знаменитых наших артистов. Многие из них уже, к сожалению, ушли от нас, да, но тем не менее мы можем увидеть, как они играют, как они работают, да, и как они передают образы различных героев. Кроме того, на портале представлены и образовательные проекты. Это проект «Киноуроки в школах России». Это проект «Шахматы». То есть если в вашей образовательной организации ведется курс «Шахматы», мы можем работать с материалами на портале. Также представлены материалы по патриотическому воспитанию. Представлен урок географии с Федором Конюховым. И также богатая библиотека, материалы от президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. То есть все эти материалы, они доступны нам также без регистрации на портале, и они находятся в открытом доступе для того, чтобы мы могли с ними познакомиться и поработать. Рекомендации по работе с сайтом представлены на сайте Министерства просвещения Российской Федерации. Вот буквально вчера они там появились. Очень подробная инструкция, как работать ученику, как работать учителю, как работать родителю, начиная с момента регистрации на портале, как привязаться к конкретной школе и так далее. Очень подробно все представлено в данных рекомендациях. Кроме того, мы, как Институт развития образования, сопровождаем внедрение российской электронной школы в организациях нашей республики. И на сайте института существует раздел «Проекты», в котором представлен подраздел «Российская электронная школа». На сайте института представлены методические рекомендации по применению портала «Российская электронная школа». Эти же рекомендации вы найдете также и на портале «Открытое образование Республики Коми». Уважаемые коллеги, всю оперативную информацию по реализации дистанционного обучения в школах Республики Коми вы можете найти на сайте института kriro.ru, а также в официальной группе института в социальной сети и на портале «Открытое образование Республики Коми». Институт принимает заявки от образовательных организаций на обучающие мероприятия. Вы можете направлять свои заявки вот по указанным адресам. Эти адреса также представлены и на нашем сайте в разделе «Новости», соответствующие новости, посвященные организации дистанционного обучения. Уважаемые коллеги, я сейчас перейду непосредственно на портал «Российская электронная школа», и мы с вами рассмотрим его основные возможности. Адрес портала reshedu.ru. Ну, вы можете через поисковик набрать просто «Российская электронная школа», и непосредственно на портал вы сразу попадете. Как я уже сказала, без регистрации нам доступен выбор учебных предметов. Вы можете осуществлять поиск либо по учебным предметам, либо по классам. Ну, давайте посмотрим, например, учебный предмет математика. Выберем какой-нибудь класс, например, 4. Математика идет для начальной школы. По программе выбираем тему урока, которая нас с вами интересует. И, как видим, представлен урок. Также к каждому уроку представлен конспект этого урока, который вы можете распечатать и на основе которого вы будете выстраивать свой урок. Конечно, можно внести свои изменения, исходя из реальных особенностей вашего класса. Может быть, изменения, которые связаны с тем учебно-методическим комплексом, которым вы пользуетесь, да, потому что здесь уроки построены на основе примерной основной образовательной программы. Мы с вами знаем, что в конкретных учебно-методических комплексах есть какие-то отличия. И дополнительные материалы для учителя, для учеников. В данном случае тезаурус представлен.
и список литературы. Если мы с вами нажмем на кнопочку «Начать урок», то мы увидим видеоролик. Мотивирует ребят на включение в тему Сегодня урока. мы будем говорить о единицах измерения площади. За единицей принимается квадрат со стороной равной единице измерения длины. Вы уже знакомы с такими единицами площади, как квадратный сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Квадратными сантиметрами мы измеряем площадь небольших предметов, То есть таких это как такой совершенно тетрадь. небольшой Квадратными видеофрагмент, как правило, от 1 дециметрами до 2 можно минут он измерить длится. площадь парты. Квадратными метрами измеряет площадь помещений, комнат, Идет коридоров. актуализация уже известного ребятам материала учебного Вычислить площадь какой-нибудь страны, и например, постановка задачи более сложной, с которой они еще пока справиться не могут, да, и измерять ее в квадратных метрах, выясняется получится проблема, число гораздо больше миллиона. над которой ребята будут Тема работать этого на урока уроке. – единицы площади. Далее, второй шаг. Идет формулировка целей и задач урока. Третий шаг – это формулировка задач для ребят, да, что они узнают, чему научатся и что смогут к концу урока. И задание на включение в тему урока. В данном случае тестовое задание, что из перечисленного является единицей площади. Если мы с вами отвечаем на данное задание неверно, то система нам об этом сообщает. Неверно. Мы можем повторить, выбрать правильный ответ, проверить. Система нам говорит о том, что это верно. Можем попросить показать правильный ответ. Ну, в данном случае мы правильный выбрали, он нам уже показан. Далее мы переходим на основную часть урока. Здесь идет в начале видеофрагмент. В котором раскрывается Для измерения теоретическая больших часть урока. используют квадратный километр. Это площадь квадрата, сторона которого равна 1 километру. Слова «квадратный километр» И так далее. Второй шаг. Решение задачи на первичное закрепление. Нужно выбрать правильный вариант решения. Если все верно, к третьему шагу переходим. Здесь идет установка на запоминание основных понятий, в данном случае единиц измерения площади. И на четвертом шаге здесь представлена интересная информация, в данном случае о древних русских мерах измерения площади. Далее можно переходить к тренировочным заданиям. В этом уроке их представлено 14. Все задания в различной тестовой форме, в данном случае на установление соответствия. Нужно подчеркнуть запись, которой допущена ошибка. То есть мы переносим черточку на соответствующее задание. Вот такие интересные задания в форме кроссвордов. Задания, где нужно заполнить пропуски. То есть здесь с клавиатуры ребенок должен набрать ответ. Задание на заполнение таблиц перетаскиванием. Заполняется таблица. Задание также вот еще другой вид на заполнение таблиц. И система нам показывает сразу, что это неверный ответ. Задание на вычисление. Нужно вычислить и записать в системе результат. Набрать с клавиатуры. Задание с форматом верно-неверно. Выбираем либо да, либо нет. Поиск спрятанных слов. Задание на сравнение величин. Нужно подставить необходимую запись. Вставить пропущенные знаки, больше-меньше, выбрать из предложенных.
задание на заполнение таблицы и задание на расставление в порядке возрастания либо убывания значений. То есть самые разные типы тестовых заданий. После того, как мы все задания выполнены, мы нажимаем на кнопочку «Проверить», система проверяет и выдает нам правильные либо неправильные ответы. То есть эти модули доступны нам без регистрации. Для того, чтобы выполнить контрольное задание, система нам рекомендует зарегистрироваться, войти в систему под своим логином и паролем. Так вот, таким образом мы с вами можем использовать материал, представленный в уроках на платформе «Российская электронная школа». Кроме того, как мы уже сказали, есть большой каталог театральных постановок. Можно сделать выборку по жанрам, по странам, либо поиск по названию, если мы его знаем, либо по ключевому слову. Каталог музеев. Также можно поиск осуществить. Вот, например, музеи Республики Коми сейчас тут открылись. Система определяет наше местоположение. Фильмотека. Очень много фильмов представлено, самых разных. Музыка и концерты. Когда мы с вами выбираем какой-то материал, мы попадаем на сайт kultura.rf. И на этом сайте также дополнительно можно найти еще большое количество самых разнообразных материалов. То есть здесь представлена не только видеозапись самого концерта, но и описание концерта, программа концерта, информация о исполнителях, о композиторах и рекомендации по просмотру подобных концертов. Уважаемые коллеги, если у вас будут появляться вопросы по использованию ресурсов Российской электронной школы, вы можете обращаться по указанным адресам. Мы благодарим вас за внимание и желаем вам успешного использования